участковые не совсем грамотно выстраивают свою работу. Не совсем грамотно. Это видно. И связано это по ряду причин. Первая, основная причина, что у них нет такого понятия, как профессиональная должностная подготовка, или аттестация, или переподготовка, или еще какие-то такие механизмы, которые должны быть. Обычно участковыми становились те, которые уже проявили себя в уголовном розыске, криминальной милиции, еще в каких-то местах, уже имея такой колоссальный опыт за плечами, узнаваемый среди людей. И когда он участковым становился, люди к нему относились соответствующе, понимая, что он знает всех и все. Но, тем не менее, максимально постарайтесь здесь это изучить, Совета безопасности, подготовьте, а до этого времени с Муравьевым подготовьте определенную концепцию, опыт изучите, плюсы, минусы, оценку деятельности участковых, у всех глав соберите, сельских поселений, муниципальных образований. Давайте мы совещание такое проведем с участием участковых, ну и критерии оценки деятельности участковых. Посмотрите. В данном случае понятно, что бандиты матерые, они открыто не ходили, они шифровались, они по-всякому там маскировались. Понятное дело, что их обнаружить, выявить сложно, тем более в этом направлении работало в своем большинстве Федеральной службы безопасности, и зацепить их было довольно сложно. Я не думаю, что участковый смог бы это сделать. Но, тем не менее, те так называемые разведпризнаки, которые были в районе этого дома, позволяли сделать вывод, что при таком определенной деятельности участкового или местного населения, можно было бы какую-то информацию получить. Хотя информация тоже была.